Сегодня в Абхазии тема состояния и перспектив развития рынка недвижимости очень актуальна. Вот почему участники круглого стола решили не просто обсудить состояние рынка недвижимости и основные проблемы в этой сфере, но и выработать конкретные предложения по повышению эффективности управления объектами недвижимости. Рынок недвижимости тоже таит в себе немало перспектив и немало угроз. Все это требует серьезного и глубокого научного анализа. Когда звучат разные подходы, разные точки зрения, создается перспектива для выработки общего мнения. Министр экономики Адгур Ардзинба рассказал о текущем состоянии рынка недвижимости в стране, о действующих нормативных актах, регулирующих его, и о своем видении развития рынка недвижимости в Абхазии. Сложилось так, что за последние годы основным игроком на рынке недвижимости является государство. Связано это в первую очередь с масштабными вливаниями в рамках финансовой помощи со стороны Российской Федерации, в рамках реализации комплексного плана и других инвестиционных программ содействия социально-экономического развития. С 2010 года на строительство и капитальный ремонт более 150 объектов было направлено порядка 13 миллиардов рублей. Это, еще раз говорю, мы отделили инфраструктуру от вложений в недвижимость. Если говорить о частных вложениях, здесь ситуация немного хуже, и связана она, на мой взгляд, с одной стороны с низкой инвестиционной привлекательностью, с другой с отсутствием достаточного объема инвестиционных финансовых ресурсов внутри банковской системы Абхазии. Хотя за последние годы в рамках договоренности с российскими банками нам удалось привлечь более 1 миллиарда рублей заемных средств под коммерческие проекты на территории Абхазии. Этого, как известно, катастрофически мало, потому что, чтобы резко изменить ситуацию, нужно вести речь о десятках миллиардов рублей в год. Также приняты целевые 2 программы правительством в прошлом году, которые направлены на обеспечение жильем отдельных граждан. Если говорить о перспективах развития частной недвижимости, то это напрямую коррелируется с изменением инвестиционной привлекательности Абхазии, увеличением платежеспособности наших граждан и многими другими факторами. Кроме того, министр подробно рассказал о существующих условиях приобретения недвижимости в Абхазии иностранными гражданами. Как известно, граждане других государств не имеют права приобретать в Абхазии жилье. При этом иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость не ограничены. Первый нормативный акт по ограничению приобретения жилья иностранными гражданами был принят еще в 1995 году. Адгур Ардзинба считает, что ограничения на сегодняшний день по-прежнему актуальны, так как до сих пор не разработаны жилищный, градостроительный, строительный кодексы, отсутствует государственный земельный кадастр и не произведена инвентаризация жилищного фонда. Что произойдет, если в этих условиях мы снимем имеющиеся ограничения? На мой взгляд, это приведет к не очень благоприятным последствиям. У нас уровень жизни до 5 раз ниже, чем, например, в соседней Российской Федерации или Турции. Мировая практика показывает, что подобные меры приводят к моментальному росту цен на жилье, и лишь спустя определенный период времени рынок балансируется. Это скорее даже не экономический, а психологический фактор. Во вторую очередь, но также не менее важным фактором является существенное ограничение нашей банковской системы, которая объективно не в состоянии предложить нашим гражданам, опять же, привлекательные финансовые продукты в виде ипотечного кредитования. Третье, это приведет к существенному росту цен на землю и увеличению теневого оборота сделок, связанных с переуступкой прав на земельные участки, так как по действующему законодательству права пользования, владения землей не являются капиталом, то есть не могут быть оценены. Работы по созданию автоматизированной информационной системы кадастра были начаты еще в 2012 году. Тогда была создана современная спутниковая геодезическая сеть. Приобретено оборудование для нее и произведена аэрофотосъемка для получения картографической основы. Но из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Начиная с 2012 до 2017 года мы абсолютно в рамках этой программы приобретали и оборудование, и программное обеспечение в других сферах для целей создания кадастра на средства российской финансовой помощи, потому что мы стараемся приобретать самое лучшее для реализации этого проекта, потому что мы отвечаем за этот проект. К сожалению, вот здесь у нас возникал и не решается никак этот вопрос до сих пор,
А как только он будет решен, мы настаиваем на использовании современного программного обеспечения, которое отвечает требованиям согласованной концепции. Участники круглого стола также обсудили вопросы правового регулирования использования земель в Республике Абхазия, эффективность управления госимуществом и приватизации и роль государства в регулировании сферы недвижимости. По итогам круглого стола всем был роздан проект итогового документа для обсуждения предложений, рекомендаций и замечаний. А спустя неделю, уже с изменениями, он будет размещен на сайте ЦСИ. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Тамас Чиковани. Абхазское телевидение.